Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мордовский блок новостей «Эхо Мордовии». Осенние новости 2019 года из жизни нашей республики Мордовия прокомментирует Денис Викторович Бышов, слева, кандидат исторических наук, доцент, вузовский преподаватель. Он создатель первой группы ВКонтакте «Старый Саранск» и организатор просветительских мероприятий в том числе. Виктор Владимирович Тетерин справа. Член партии «Яблоко», кандидат исторических наук, поэт, драматург, член Союза писателей Москвы, банковский юрист. У нас Петр Николаевич Тултаев, лидер программы, со своим девизом «Пока мы будем безучастными, мало что изменится, ничего не изменилось». Вдохновляет нас этот девиз. Первая новость. В ноябре Владимир Дмитриевич Волков, глава республики, встретился с руководителями IT-компаний, располагающихся в Мордовии, в том числе земляками нашими. И он уверил, пообещал даже, что мы постараемся превратить Саранск в столицу киберспорта. Откроем здесь центральные офисы кибертурниров. И у нас все для этого есть, и инфраструктура, с его точки зрения. Как вам кажется, получится у него добиться вот этой цели? Да, я как-то далек от киберспорта. Я тоже. И вообще не играю в компьютерные игры. Я тоже. Несколько другие у меня интересы. Но амбициозная цель. Да. Я надеюсь, что что-то получится, потому что для этого не нужно какого-то большого количества природных ресурсов, которых у нас нет. Вот. А киберспорт почему нет? Правда, не знаю, насколько он является спортом, но я не против, как говорится. Лишь лучше пусть играют на компьютере, чем пиво пьют по подворотням, всегда говорю. Ну, что касается кибер-игр компьютерных, понятно, в принципе, дети компьютеров, компьютерных поколений, дети сетей. К этому я весьма отношусь как бы неоднозначно. Может быть, развивать спорт больше, где нужно движение, активность, а здесь, как я понял, киберспорт, как я понял, это сидишь за столом и чем только занимаешься, только двигаешь мышку компьютера, нажимаешь на клавиатуру. Хотя вот я, когда был в архиве у нас, смотрел историю Саранска, наш Саранск отличался лет 200, лет 30 назад, и многие ученые, Киберспорт. историки. Нет, не киберспорт, а что у нас был город, азартный город был, у нас очень любили карты. И причем мы любили играть в карты, на деньги любили играть, да, вот азартные игры, вот к нам съезжались с Нижнего, съезжались на ярмарки, с да. Ярмарки, вот как будто азартные Всех игры. обыгрывали, этим и жили, Может быть, вот как На раз Советской площади, в гостином дворе, везде и, собирались. может, у нас кого-то остались, может быть, как бы предки, как бы корни остались, и как бы мы, и в принципе, в какой-то степени продолжатели хороших обычаев, конечно, в кавычках, конечно, да. Конечно, я вот больше, наверное, выступаю за активных, хотя это тоже, как правило, наверное, такой вариант. Как бы это не то, что дело каждого, может быть, лучше разве больше активный вид спорта, хотя у нас, опять же, стадион у нас стоят, они в основном все пустуют в этом плане. 27 ноября Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследования качества жизни в 2019 году согласно мнению населения. Вот оказывается, жители Саранска, с их точки зрения, общая оценка положения дел в городе Саранске среди всех столиц России на 65-м месте. То есть очень плохо оценивают наш город, жители Саранска, несмотря на все усилия руководства. И вот, может быть, с этим связано, или, может быть, с чем-то другим, вот скажите, цифра. 7 августа Федеральная служба госстатистики опубликовала статистику, вернее, таблицу суммарного коэффициента рождаемости, число родившихся детей на одну женщину. И Мордовия, вот последние уже около 10 лет, всегда второе, примерно третье место с конца. Почему это так? Что касается статистики, да? Почему у нас так мало рождается детей? Здесь что можно сказать? Мне кажется, здесь, конечно, больше существенную роль играет экономический фактор. Хотя, как правило, у нас больше не экономический фактор,
Может быть, наверное, психологический аспект, наверное, да, вот то, что как бы вот не уверены многие, может быть, не из-за того, что небольшие зарплаты, хотя, конечно, здесь и другие факторы, другие критерии. Мне кажется, такая тенденция идет по всей России, что по всей России, что люди сейчас, да не то, что в России, во всем мире такая тенденция, что двое детей и достаточно, это такая тенденция была 60-х годов, как правило. Здесь больше психологический аспект, что не многодетность, а небольшое количество детей. Поэтому здесь, наверное, нет региона, может быть, это в мире, в России, это глобальный больше фактор, скорее Ну, вот всего. Мордовия на втором месте. Нет, ну, с моей точки зрения, что тут, конечно, больше от экономических причин зависит. Вот я даже по себе сужу, денег очень мало, и не хватает как бы на жизнь, даже если ты просто живешь, тебе вот, собственно, денег хватает только как заплата зарплаты. И если ты еще, у тебя будет ребенок, или два даже, ты автоматически начинаешь попадать в категорию, так сказать, бедных и материально малообеспеченных. Да. И это, мне кажется, существенный фактор именно сейчас. Он раньше об этом, может быть, как-то не задумывались, там, в советское время или там до советской еще. Была другая психология, менталитет, а сейчас как бы другое. Люди стали более ответственно относиться, может быть, и к этому вопросу. И уже задумываться перед тем, как завести ребенка, о том, как бы, на что они будут содержать. Тем более, что общество очень разобщено в плане материальном. И перед глазами есть примеры, там, что вот люди, там, не знаю, ездят за границу, там, летает куда-то, хватает денег. Человеку тоже хочется так же жить. И он понимает, что заведя детей, ему все это будет абсолютно недоступно. В этот же момент все меры государства, там, они как бы, ну, какое-то влияние оказывают, но они все равно радикальной ситуации не изменяют. Так что я считаю, в первую очередь, что здесь экономические причины. И поскольку Мордовия одна из самых низких зарплат средней по России, соответственно, Бедная. и рождаемость тоже одна из самых низких, тут прямая корреляция. 82 место по Есть, зарплатам да, есть среди всех у регионов. нас европейский менталитет, скажем так. Вот у нас сравнивают, допустим, любят с Чечней, там, и с каким-то кавказским регионом, где высокая статистика рождаемости, но при этом доходы тоже низкие. Но там менталитет другой, как бы я не хочу тут сейчас как бы не приводить какие-то там, я не знаю, дискриминационные вещи говорить, что там они там по-другому думают или как-то. У них, может Ну, быть, теневых доходов много. Это теплый регион, может быть, там. не то, что теневых, просто они, скажем так, менее, вот у них менее западное мировоззрение, я бы сказал. Для них не на первом месте вот стоят какие-то материальные блага, материальное обеспечение, скажем так, как у нас для обычного, так сказать, человека русского, который все-таки более европейский по своему мировоззрению, я так считаю. Поэтому уже мы как в Европе начинаем в этом плане переходить в их психологии в этом вопросе. Там же тоже низкая рождаемость, хотя уровень жизни, в принципе, довольно приличный. Я имею в виду у коренного населения Европы. Вот. Так что эти факторы складываются, там и менталитет, и уровень доходов, и мы имеем, соответственно, то, что имеем сейчас. Чем более развернуто вы будете отвечать, тем меньше число вопросов я вам успею задать. 18 Это ноября. важный был вопрос. Согласен. Три бездетных человека обсудили тему. Да, более по этому вопросу тоже. На Да. самом деле, даже посмотришь на эти семьи нынешние, саранские, да, ну, выживают. просто. Глаза бы не видели. Не живут, а выживают. Вот выживает такое ощущение, как будто попал вот как будто как на дне вот Горького, да, вот приходишь, ну вот выживает, вот выживает, смотришь на них вот двое детей, вот выживание просто, вот как рабы, как будто, вот поэтому, вот, наверное, я рождаюсь. Хочется прям закончить программу на этой теме, Ну да. но соберемся и перейдем к следующей теме. 18 ноября образовательный сайт activityedu.ru опубликовал рейтинг регионов по итогам Всероссийской Олимпиады 2019 года. Если посмотреть соотношение на 10 тысяч школьников 7-11 классов, Мордовия оказывается на втором месте между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас Что за рейтинг? рейтинг победителей во Всероссийской Олимпиаде. И в основном благодаря лицею для так называемых одаренных детей. По результатам 2018 года Мордовия в
30 лучших по качеству образования. А 27 августа на образовательном форуме Владимир Ильич Волков поставил задачу Мордовии войти в 10 лучших региональных образовательных систем России. Вот как вам кажется, получится ли и что надо для этого сделать? Больше у нас Сначала представители помолчи. науки могут сказать на эту Но, тему. судя по нынешним студентам, вот если сравнить, вот какие, Шансов нет. какие 10 лет назад были студенты, какие сейчас. Но я просто как преподаватель просто говорю, вот, но я все равно, я считаю, что уровень все равно студентов выше стал. То, что не то, что школа, да, все равно вот именно последние 10 лет все равно видно, что студенты, они в своих знаниях, в своих понимании жизни стали все равно выше. Вот, даже вот взять любые факультеты, даже вот практически они стали больше ориентироваться на науки. Поэтому вполне возможно, что мы займем в числе первых мест. Потому что сейчас на самом деле школьники пошли весьма очень грамотно относятся, ответственно. Ну, нет таких отъявленных балбесов, потому что я сейчас смотрю, что школьники понимают, что образование сейчас это важный элемент. И я считаю, что уровень школьника все равно стал выше, если сравнить, какой был. Имеет пользоваться интернетом, технологиями. Но я смотрю, что и родители активно с ними стали заниматься, хоть они очень недовольны этим, говорят, ну что такое, раньше мы сами очень недовольны, но получается так, что уровень все равно стал выше, я не скажу, что прям буквально вот они, школьники наши слабые, и отличаются Ну это как повлияло? Это ЕГЭ на это повлияло? Не только ЕГЭ, а сама система, влияние времени, я считаю, не обязательно, что ЕГЭ, вот влияние времени, и практически видно, что ученики весьма очень ответственные, я смотрю, что ученики и студенты стали более, я смотрю, что вот... То есть они понимают, что им нужно образование? Вот я даже смотрю по своим студентам, да, мало очень студентов, которые пропускают занятия. Вот раньше буквально много пропускали, уж 4-5 курс, но сейчас студенты более ответственно стали относиться и стали больше интересоваться. И, не то, что вот они активно, в основном, может быть, они связаны с интернетом, связаны с сетью и больше стали ориентироваться. Заниматься киберспортом? Поэтому вполне возможно, что они займут какое-то место. Не скажу, что свои ученики особо слабые. Ну, что касается меня, то я считаю, что молодежь у нас хорошая. Вот как я смотрю со стороны, это я никогда не сомневался. Вся надежда у нас на нее. А эти рейтинги только это отражают. Потому что, опять же, если регион бедный, людям же как надо пробиваться? Как-то за счет своих мозгов. Даже если они там планируют там куда-то уехать в другой город или так далее, они понимают, что нужно образование какое-то для этого. Поэтому нужно заниматься, нужно показывать результаты. Ну и поддержка образования тоже, наверное, есть в какой-то степени со стороны властей. Наверное, не знаю, вот этот лицей тот же был создан, собраны кадры определенные. Там же люди со всей России учатся, Да, школьники. Поэтому, может быть, это не то, что у нас такая уникальная нация мордовская, это просто учреждения, в которые со всей России собрались, и благодаря ним у нас статистика. А Виктор Владимирович, вы вот за прошедшее время года сочинили какие-то новые стихотворения, пьесы, может? Это вопрос, какой имеет отношение. Просто интересно. За прошедшие полгода... Вдруг поклонники смотрят ваш вопрос. Провокационный вопрос, да? Процесс идет, новое написание новой пьесы. Пьесы. Пока не будем, углубляться, меня сейчас больше в эту сторону тянет. Ну а стихотворение? Стихотворений я не готовился, новых нет. Года к сырой прозе клонит, скажем так. Я, наверное, больше добавлю. На все время, на самом деле, нужно. На все время. А у нас почему-то многие озабочены, немного вот скажу как раз в отношении Виктора, да, что сейчас почему-то у нас народ, ментальность саранская, она диктует то, что надо деньги зарабатывать, нужно кормить семью, какая там проза. Да вот, конечно, это весьма, мне кажется, неправильный факт. Да, что не надо кормить семью, да? Нет, кормить семью надо. Но слишком у нас озабочен вот это выживанием семьи, какая духовность, какие стихи, надо кормить семью, вот в этом плане. Виктор, полегче относитесь, пишите стихи, пьесы, да. Забудьте о заработании денег и подумайте о правах женщин, потому что 26 сентября избрали нового руководителя Союза женщин Мордовии,
И назначена бывшая Откуда такие новости берешь? Вот интересно. Она была заместителем председателя Ольга Игнатова, теперь она руководитель. 30 лет она руководит Центром детского творчества номер 2, заслуженный работник образования, депутат Горсовета Саранска, член Единой России, мать 2 детей. Как вам кажется, у нас в Мордовии не ущемляют ли права женщин, равными ли они обладают правами при назначении на руководящей должности? Надо в было быту. женщину позвать сюда. А вот вы, как мужчина, впрягитесь за прекрасную половину. Ну, Ничего хорошего сказать не можете. ну, знаю, нет, я хорошего скажу, конечно, да. Сейчас тенденция, мне кажется, по всему миру называется эмансипация женщин. Женщины стали более независимыми, и женщины не желают мириться с недостатками мужчины, и они идут вперед, у них хорошая внешность, много в следственных органах, много в правительстве, много в руководстве. И заметьте, Судьи все женщины по почти. статистике инициатором разумности бывает женщина, поэтому женщина как бы сейчас очень стала довольно-таки, ну, не Маргарет Тэтчер, конечно, да, не железная леди, но в целом я бы не сказал, что нарушается права женщин, мне кажется, наоборот, права мужчин больше Сказал, вздохнул тяжело, да? Мне кажется, женщины, они вот ведут очень активную политику, вот на самом деле. Может быть, наоборот, нет. Я шучу, конечно, а то как бы хуже не было от женщин. Да, кажется, ты шовинист. Да нет, нет, конечно, я хорошо отношусь, это хорошо, что они Еще идут хуже вперед. что-нибудь. Но перебор, да, вот с их правами, в общем. А Виктор Владимирович? Как слышали бы тебя на Западе, тебя бы вообще четвертовали там, наверное, ради прав женщин. Но я считаю, я не знаю, это, мне кажется, да, абсолютно надо вопрос женщинам задавать, потому что мы со своей мужской шовинистической Ну вы точки лично зрения притесняете женщин на работе у себя? не можем быть объективны. Нет, мы не притесняем. У нас на работе в этом плане все нормально. Большая часть коллектива женская, и есть и начальники женщины. Вот. А в правительстве Но- у нас мало женщин. В правительстве. Ну, Заместитель сравнение с чем? председателя Сравнение Латванова. с тем, что было раньше, или сравнение с тем, что на Западе? Смотря с чем сравнивать. В сравнении с тем, Раньше какое у нас было соотношение еще между лучше, мужчинами и женщинами среди населения. Ну, да, есть такой определенный перекос исторический, так говорится. Но он меняется, мне кажется, по времени. Эти же процессы идут все-таки медленно. Да, на Западе там, мне кажется, в другую сторону перекос. Там, ну, когда министр обороны женщина, допустим, мне кажется, это тоже неправильно. В большинстве стран Почему европейских я неправильно? вижу. Все-таки это профессия, скажем так, ну, с моей точки зрения, мужская. Женщина начнет еще с И- дедовщиной бороться, еще там Ну, повысит я говорю свою компенсации за точку умерших зрения, да. военнослужащих, не дай бог. Как бы Да. Я не против того, чтобы женщина вообще правила государством, в частности у нас, например. У нас были хорошие примеры в истории, такие, еще царской России. Но как бы есть просто разные сферы деятельности, где женщина лучше, как бы женские качества подходят, где хуже. Ну, с моей субъективной точки зрения. Вот он, шовинизм, вот зрители, посмотрите. Вот оно. Ну вот на самом деле, Ну- если смотрю на женщину, Как бы во власти, я не против того, чтобы женщины были во власти, скажем так. вот я смотрю на женщин, да, вот сейчас у женщин весьма очень активная жизненная позиция. То есть мужчин они многие рассматривают уже как лентяев, которые лежат на диване, смотрят телевизор, ничего не делают. А мы держим семью. Да если бы не мы, Это, кстати, тогда по бы- стендап какой-нибудь это часто так бывает, да? Ну да, и вот я почему Где-нибудь на смотрю, ТНТ ну там. вот мой лентяй был на диване. Уже складывается такой образ. Он уже так такой, спился, стереотип. я его выгнал из дома и прекрасно живу и с 2 детьми и без него. Ну почему-то так часто приходится слышать, почему-то прям буквально вот женщины так вот буквально активно, прям буквально у них активная позиция вот в этом плане. Теперь обсудим межнациональный мир у нас в республике. У нас 20 сентября выбрали другого руководителя национальной культурной автономии татар Республики Мордовия Якташлар. Шамиля Давыдова избрали вместо предыдущего Рафаиля Аширова. И 23-25 октября прошел 7-й съезд Межрегиональной общественной организации мордовского, макшанского и рязанского народа. 369 делегатов из 33 субъектов России. Как вам кажется, у нас правильно ли выстроены межнациональные отношения, в том числе опять при назначении руководящих должностей? В быту, может быть, вы не встречаетесь ли вот с дискриминацией или с оскорблениями, вот, с шовинизмом по национальному конфессиональному признаку в Мордовии?
Вы всегда так замолкаете на 5 секунд. Не знаю, просто Ну, кто должен отвечать. Ну, да. Я отвечу, да. Женщин давайте будете отвечать. Пригласим. Но я все-таки, знаете, что скажу? Вот ты имеешь в виду отношение Мокша Эрзи, да, имеешь в виду, да? Нет, и татар, русские, может быть, кавказцев, может, у нас притесняют. Мало ли. Ну, во-первых, у нас Буддистов, есть- у нас, может быть. во-первых, Буддистов притесняют нас? Во-первых, у нас есть конституционный принцип, все равны перед законом, независимо от пола, расы. Да-да-да, ну а в реальности как у А нас? в реальности, ну, вот я бы хотел сказать, что татары себе в обиду не дадут. Они везде Молодцы. в Казани приедут, и все в татарском языке, о себе не цену А в Мордовии? знают. Молодцы. А вот что касается Мокша Эрзи, они как бы, ну как бы вот не стараются. Вот у нас только ученые говорят на мордовском языке. Вот почему у нас не слышна мордовская речь в Саранске, допустим. Все-таки Республика Мордовия, у нас почему-то мордовская речь слышна так в Дубенках, допустим. А она Вот, красивая. да, И мелодия а что особая такое? есть. Раньше в советское время было кши, хлеб, а сейчас кругом магнит и пятерка. Вот. Только, вот. То есть то, что вот, ну на самом деле... Хочется зайти, допустим, в пятерочку сказать, Монь Пекин Кши, Да, дай бог я нет весьма- полкило. Я весьма отношусь хорошо к мордовскому, этносу, к мордовской культуре, да. Вот. Другие народы себе обид не дадут. А вот мордва иногда себе забывают. Ну и русские иногда забывают, иногда себе. А так-то, в принципе, вот хорошо бы, конечно, чтобы побольше было различных разговорной речи мордовской, названий на мордовском языке. Ну, что такого? Мне это нравится. Хоть я и сам русский по национальности, но мне мордва симпатизирует весьма такой вот культурный народ и язык тоже неплохой, поэтому... Кошка в комнату вошла, не будем спрашивать у нее вопрос? Недооценивают. Хорошо. Сама, если что. А может быть, она в Скажи, межконфессиональных отношениях что-то может сказать? Ну хорошо, Виктор Матвей, Владимирович. Матвей, не хочешь нам сказать? А, то есть это Матвей. Нет, это Вадим шовинист опять сейчас Ну, будет. Вот не видно пока. Его заинтересовал этот вопрос, я чувствую. Да. Ну, Там случайно о правах животных нет вопроса? Нет такого? Нет? нет, но вот пока он вслушивается, может быть, он стесняется выражать свободно свою точку зрения. Может быть, застенчивый человек. Виктор Владимирович, есть ли у нас притеснение по национальному признаку? Права животных нарушаются. Ирзан, Макшан, Я- татар притесняют нас? Я не Русских, знаю, может, мне притесняют? кажется, Да нас, в принципе, никого не притесняет, вот, потому что практически... Только женщин. Да и женщины не притесняют. все свободны у нас. Ну, тем не менее. А вот, не знаю, именно я бы сказал, что это не самая важная проблема, с моей точки зрения, вот на сегодняшний день в Мордовии. Такой открытой дискриминации как бы не замечал. Но есть как бы всегда было какое-то территориальная нация, так называемое выражение. Вот, и, ну, то есть они, ну как это сказать, в советское время даже был такой принцип, ну, там было национальное устройство, да? Второй секретарь русский должен быть, да, во всех Да. национальных? Нет, там первый секретарь был русский, второй Мгм. Мордвин, насколько я помню. А сейчас Потом- наоборот. Нет, сейчас же Волков русский. Да, Волков, Верхушкин Сушков был русский. Мордвин. Вот. Но это как бы не принципиально, с моей точки зрения, Да? потому что как бы, я вот лично не замечаю дискриминации. Есть названия и на мордовском, и на русском, как бы в центре все дублируется. И вот проводятся эти съезды, там есть, конечно, какие-то выступают отдельные националисты, мордовские, скажем так, которые говорят о том, что их притесняют. Но я не знаю, что имеется в виду. Вот нет таких концлагерей каких-то, где содержится мордва там или что-то еще. Вот что имеется в виду под притеснением? Есть, выходят газеты в национальных изданиях, и выходят там новости какие-то периодически. Но имеется в виду, что финансирование обучение русскому языку, искусственное принуждение населения России, в том числе населения республик, русскому языку остается, а принуждение к обучению А вот, кстати, языкам в принуждение к национальных языкам- республиках запретили. Как будто бы нельзя же искусственно... А почему вы искусственно заставляете обучать русскому языку, если мы живем в федерации, и запрещаете принуждать к обучению Потому что языку русский национальной язык это республики? язык межнационального общения в России. Так у нас не унитарное государство, а федеративное. И поэтому язык в национальной республике должен обладать тем же правом. И это вот они считают как бы неравноправием. Ну, И можно понять, Ну, как просто. Жириновский сказал, конечно, может быть резко слишком. А Жириновский противник федерализма. Как он сказал, зачем, говорит, изучать язык,
где язык заканчивается застойкой комета. Смысл означает, но он так с юмором сказал. Вот он так считал. Ну, Конечно, мы это так приведет не к считаем. распаду страны, вот такие Но мы так, разговоры. конечно, не считаем, я так не считаю, по большому счету. Но вот что касается притеснений, мне кажется, в Мордовии нет особо притеснений. Мне кажется, все озабочены Я тоже. низкими зарплатами и выживанием. Мне кажется, им сейчас не до этого. И вот за это мы, я считаю, должны быть в том числе благодарны бывшему министру культуры, национальной политики, архивного дела Анатолию Михайловичу Чушкину, который 9 декабря подал в отставку, или его принудили подать в отставку, и он с 2013 года вот этим занимается. И мне кажется, то есть вот мы обсудили национальную политику, а вот с точки зрения культуры, как вам кажется, у нас обстоят дела с поддержкой культуры в Мордовии, и какие вы можете дать пожелания новому министру, который была первым заместителем, Светлане Никитовне Баулиной. Она до этого возглавляла управление культуры в город Ну, администрации. на время в исполняющего, городе. да, сейчас. Ну, и с перспективы на вроде бы руководство. Ну вот совет какой дать, да? Послушай наши советы, да? Ну, не знаю, послушать, не послушать. Ну, слишком у нас все как-то стандартно. Народные ансамбли. Я, конечно, за это все, да. Но как-то у нас все такое ощущение, как будто вот как было 50 лет назад, так и осталось. Стандартный ансамбль приехал, районный спел. Как-то вот все, такое ощущение, как будто какое-то слишком госфилармония, кто-нибудь спел, допустим, песню, там, ну, наподобие... Против того, что пели песни? Нет, я за. Не забудьте Пожмем свою мысль. Друг другу руки. Нет, ну, Денис, не забудьте, а я как раз у вас видел видео, или может быть не у вас, но у вас все это Лирическое упаковывается, отступление. видео исторически о Саранске, и там есть ролик 50-х годов, еще Сталин жив, о том, как выборы проходили в Мордовии. это, И, как, наверное, у нас... и вот прям вот прошло сколько лет, 70 лет, и ничего не изменилось. Вот так же у нас сейчас выборы Ну, проходят, это- как при это- Сталине. это- Ну, а вот, знаешь, а неплохо, вот, допустим... вот, Собрания те же самые. допустим, вот проходит какой-нибудь, допустим, ну, Показуха. допустим, какой-нибудь праздник, пришли представители там с руководства, с правительства, вышли там в зал, стадион, танцы стандартные, песни стандарт. А нет бы кто-нибудь взял бы из правительства, взял бы гитару и джаз какой-нибудь сыграл. Ну ведь как бы было круто, да? Я понимаю, конечно, это не солидно. это А не на серьезно. гармошке играет Полтаве. На гармошке это, ну, Волков, допустим, вышел и Шафутинского спел. во-первых, 3 сентября, гармошка, да? ну, во-первых, гармошка это для старшего поколения. Для нас, вот, для нашего поколения, мы на чем выросли, ребята? На роке ну не на роке, конечно, выросли. Но а кто-нибудь взял бы, допустим, джаз, кто-нибудь взял рок сыграл. Кто-то на Я круге. понимаю, конечно, что это... Или председатель правительства Сушков вышел и рэп зачитал Легалайзер. Рэп нет, я не Дэйв люблю Слот, Дэйв люблю Слот. рэп я не хочу. Тогда уже будет зоопарк. Нет. А вот что-нибудь такое, знаете, вот не хватает какой-то оригинальности, как все стандартно. Так-то понятно все. И ведь на самом деле настолько национальных коллективов, да, которые сами организовывают, да. Но почему-то получается так, что как-то вот, ну, вышли с народной песни, спели, конечно, прекрасно, нужно поддерживать республику, но не хватает какой-то оригинальности с чем-то. Ну, что-нибудь такое вот, ну, оригинальное спеть, что-нибудь такое показать, допустим, вот. То Какую-нибудь, есть знаешь, больше поддержки молодежи, Ну, в да, стиле культуры. Comedy Club, я, конечно, шучу, не Comedy Club, но такой, как бы, тут более современный, В стиле Гарика Харламова. московский такой, что такой, как бы, стильный, оригинальный. И по-любому хотя бы одно стихотворение, вот Виктор Тетерин должен Я знать. за. Желательно- Известный поэт, и вот он желательно с юмором. сколько, 20 Я лет шучу, уже конечно. сочиняет, ну, должен знать любой уважающий себя, допустим, министр его стихотворение, чтобы мог перечитать. Или Согласен. пьесы, какой-то эпизод Ну, из знаете, пьесы. Вот как-то все стандартно. Провоцируешь. А хочешь, допустим, было что-нибудь такое оригинальное, что-нибудь такое веселое, что-нибудь такое, ну, как бы, как-то все вот это все ходит как по госплану. Вот так, танцы, все нормально, спели. Ну, может быть, это, конечно, прекрасно, с одной стороны, да. Вот как раньше. Вот такое ощущение. И тут есть, допустим, фестиваль Шумбрат Мордовия, да? Ты был на нем? Ну, туда идут не из-за того, что там... То есть за он 100 рублей позиционируется, стоит, что там участвует каждый 10-й да? зритель Это Мордовии. круто, да, я знаю. Со всех районов приезжает, там вот народное творчество, я за танцы, него, пляски, да. Я за него. Ну, туда мне представления. народ не уходит с того, что стоит 100 рублей. Но ведь сюда Шнуров не приедет, правильно говорю, кто на Шнурова пойдет? Если у него За будут 100 билеты рублей? за 5000, он за 100 рублей не будет петь Саранск. Кто сюда поедет? То есть,
Не, ну вот просто, вот допустим, министр... Вопрос цены только. Да? Ну да. Смотрите, Нужно датировать билеты на Шнурова, я понял. Ну, я не Вывод. ну, другого кому, допустим. Ну, Шевчук к нам уже приезжал, да? Ну, вот да не обязательно иногородний гость, вот министр Баульна вышел бы и спел бы, допустим, какой политактивист я таджик, и самбист был подписан на рип, Крейлчик делал бис, Тоже обычный рэп, тип да? стал. Нет, Нет, Оксимирона спел бы, но... Нет, хоть я рэп спел не бы. люблю, но для оригинальности можно иногда, да? Вот для оригинальности Да. что-нибудь спеть можно. Культура же. Ну да, в этом плане. Ну да, ну как Нет, бы- ну я согласен, да, это, то есть больше поддержки современной Нет, культуры. ты знаешь, Если резюмировать, да? Претензии Ну, такие. почему Владимир, знаешь, как бывает? У нас обычно так. Люди до 20 лет, пока студенты участвуют в веснах, как только им наступает 25 лет, они становятся все важными, в больших креслах сидят. Да что ты, прям спою я такой чин занимаю, прям выйду, я спою, прям спою. Вы что, да меня неправильно поймут, я должен так сидеть, листочек подписать, и, ну, это как бы вот в этом плане. У нас вот нет такого, нет бы вот какой-нибудь взял, вот кому за 40, за 50, взял бы, спел, рассказал стихи. Слабал бы на гитаре. и Гитара, да всё, что да. такого? У нас нет, у нас вот все вот такие вот только сядут вот так важные, будут Ну, сидеть. маленькая республика, Важно, как так слишком можно, много да, у все нас. же знают. Хотя, все конечно, знают. Путин нас не... Ну, а Путин, опять же, тоже, он же борец, он дзюдоист, он... Да, и все. А вот вы, Ну, Денис, можно Нет, ну заниматься. хотя до абсурдности тоже доходить не надо, как, допустим, все, как вот на Украине, все на коньках, да, ну это тоже, конечно, уже абсурд, конечно, да, ну не абсурд, но как бы тоже смешно, но что-то вот не хватает. все на такого. коньках? Хотя, конечно, у нас, да, Там все на коньках. ну одно время там тоже шутили, Тимошенко на коньках, все на коньках, Ну. ну в этом плане. Не, ну у нас тут же все дзюдо занимаются. Кто может. Так, я не Да. ответил, но я соглашусь с предыдущим оратором. да. Больше поддержки современной культуры нам нужно и нетрадиционных форм. У нас бывают такие мероприятия, проводятся периодически, но в основном это же все по инициативе молодежи, без какой-либо поддержки со стороны государственных органов. Наоборот, это как бы старается от этого отстраниться, что не нужно поддерживать, вот там смотри. как бы чего не вышло. Прости, я перебиваю. Да, да. Не, вот смотрите, вот даже возьмем себе фестиваль, который у нас проходит. Фестиваль, который вот при поддержке нашего руководства. Вот на любой фестиваль сходи, не буду говорить, какой конкретно фестиваль, да, все сводится к тому, что песни, народные песни, конечно, я народные Брат песни Марта. уважаю, я люблю. Продавание шашлыков, ярмарка, что там еще, ну, ярмарка, Пиво. просто купля-продажа, шашлык, и вот, ну, не хватает какой-то изюминки в наших фестивалях, какой-то вот в этом плане. Изюминка вот какая. Давайте. У нас ведется диспансерный учет Мордовским республиканским центром профилактики и борьбы со СПИДом. Ой, какие страшные вещи ты говоришь. Согласен. Ну ладно. На 1 декабря 2019 года 1282 человека в Мордовии Перехода тогда. на учете. Но смотрите, радостная новость, то, что Это радостная жители Мордовии более находятся в безопасности относительно среднего по России. У нас распространенность ВИЧ-инфекции в 1,5 раза ниже, чем в России в среднем, и даже в 2 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе. Видите, у нас как хорошо обстоят дела вот с этой ВИЧ-инфекцией. Как вам кажется, почему вот так у нас мы в безопасности относительной? В плане ВИЧ? Да. Ну, не знаю, вот как я По тебе могу онкологии сказать, у нас второе место в нам России. повезло просто в том а по плане, СПИДу, что через наоборот. нас не проходили в 90-е годы пути трафика наркотиков, как через Мгм. другие регионы. Где не проходили, там, типа, например, через Самарскую область, там намного выше заболеваемость, потому что все пошло в 90-е годы, вот этот резкий взрыв количества ВИЧ-инфицированных, именно из среды наркоманов он пошел. А потом уже стал распространяться на другие слои населения. И как бы уже база у них с тех пор высокая, и, соответственно, и темпы прироста выше, все остальное. Но у нас тоже есть, конечно. Но нам повезло, и поэтому мы в этом плане выглядим лучше, скажем так. Вот, так что не надо говорить, что мы какие-то особенные, и мы какие-то там... То есть не то, что у нас избранные. служба ФСКН работает хорошо, лучше, чем в других регионах, а Не, и просто нам повезло может быть, и лучше территориально, да? работают, да? Много пишут, периодически кого-то арестовывают, там, все остальное. Ну, сейчас уже распространение не через, в основном не через наркотики, через половой Мгм. путь. Основной путь распространения. Потому что колются уже иглами Ну, сейчас уже уже дешево все, это да, всё, или да? научились правильно колоться, или вымерли. Ну, мы, естественно, ни к чему не призываем, и Те, кто я не противник этого.
Это действительно вредно, опасно и очень трудно слезть. Хотя есть случаи многие, которые с героина слезали, и с Нет, водки, если из в целом сигарет, сложить, это же из сахара страшно. излишнего потребления, и мучного, Ну, белков. смотри, тогда. мы говорим про наркоманию или про ВИЧ. Но что касается Про ВИЧ. наркомании, да, вот у нас получается так, что кто наркоманией занимается? Либо те, кто из довольно-таки неблагополучных семей, либо, допустим, Либо наоборот. из богатых, которые как мода, То есть все занимаются. модно, это модно, да. Кто попал. Только мы не элита занимаемся. и так далее. Но Мы средние. что касается вот ВИЧ-инфекции, Да, вот средний это класс. вот пресловутый, да, вот, она как вообще как в нашем мире неожиданно появилась. Куда она вообще появилась? Ее в 80-х годах. Не выявляли. Медицина В плохо 80-х годах появилась, а раньше она не была. Ну, жили обезьяны, не, да и жили с не могли выявлять. Она была. Просто ее медицина была недоразвита для того, чтобы. Я вот так понимаю. Не, ну как? А у нас Это в СССР вообще обычный все путь скрывалось. появления Нет, любой нет, пандемии. я пойму. Мутировал вирус А в какой-то может- определенный момент, стал передаваться от А человека к может, человеку. может пора найти лекарство против этой гадости, а? Чего-то мы все вот, что соединяется. Пора уже давно придумать медицину. Вы что И на против стоите? онкологии лекарства бы найти, Пора. Ну, я против думаю, тут пора никто уже не болезней. против того, что Да. пора найти, но Гадость, пора ученые этим и придумать, занимаются, придумать, собственно. Оказывается, И сложно. прогресс в этом плане есть. Ну, в этом плане. А То есть уже с ВИЧ можно жить, там неопределенное количество лет, можно сказать, если принимать терапию. чума 20 века, но она тоже появилась вот неожиданно. Как вот появилась она вот тоже? Скажите, пожалуйста, Все всегда неожиданно У нас- появляется. каково у нас в нашем мире жить инвалидам и людям пожилым, которым трудно передвигаться? Вот у нас инвалидов на 1 ноября в Мордовии 9% населения, а пенсионеров в Саранске 30% населения, в Мордовии вот 256 тысяч. Как вот легко ли вот по улицам ходить, по раздолбленным дорогам, через бордюры, и вообще и инвалидам То есть как ты в магазине? сам отвечаешь на свой Нет, ты вопрос. знаешь, Владимир, ну я считаю, что вот сейчас особенно лед, снег, стало очень сложно ходить. Ну, ставят, как вот эти называются, пандусы, да, ставят, да? Пандусы. Но опять же, пандус какие? Поставить пандус под 90, под 45 градусов. Вот как ты на него взберешься, да? И пандус... Пандус является сам по себе препятствием. Да, и практически получается так, Зайти. что пандусы магазины ставят, а в жилых домах почему не ставят, где проживают инвалиды? Не во всех жилых домах. У нас даже вот, допустим, у нас нет оснащенности. Смотрите, даже вот возьмем, зайдите в РДК, зайдите в Дворец культуры, в оперный театр. Там есть лифты. Там нет лифты для инвалидов почему-то. Вот там нет, вот неплохо было бы вот даже во всех театрах, во всех госучреждениях специально сделать лифты для инвалидов. Вот неплохо было. Не просто вот и специально, чтобы в эти лифты проходили те, у кого есть, допустим, инвалидная, как будто инвалидность, кто плохо ходит. Вот я считаю, что вот именно так на этом. У нас почему-то, я понимаю, что это дорогостоящий продукт, да, но получается так, что вот, ну вот у некоторых есть эскалаторы, да, вот эскалаторы тоже, а практически у нас получается так, что инвалидов не так сильно защищают. У нас вроде говорят об этом, да, и в рабочих программах пишут как преподаватель, но у нас как бы вот больше говорят, больше формально, а нет бы вот оснастить, вот допустим, оснастить, вот что вот оснастить? Ну вот драмтеатр, некоторые вот учреждения оснастить лифтами специально для людей, которые плохо передвигаются. Вот в этом плане, конечно, бы сделали бы большой плюс. А так бы не скажу, что прям большая, огромная поддержка, как это в инвалидов, я бы не сказал. Поддержка. Ну я согласен, да. Нет, Вот насчет того, что нет оснащения, вот тяжело не до передвигаться. конца все оснастили. Вот еще, знаете, я перебью, прости, пожалуйста, нет соцслужб, нет, инвалиды живут одни, нет бы Службы есть, но не видно их Ну не влияния. видно. Вот смотрите, Да. вот даже возьмем даже волонтеров, да. У нас сейчас в России активно развито волонтерское движение. Они кому помогают? Поиском людей, бомжам помогают. Я не против бомжей, да. Бомжи И бомжами. вы сами участвовали в этих мероприятиях, Да, помогали. помогает бомжам. Ну, получается так, что может, бомжам этим даже могут быть и удобно некоторым, что к ним они привыкли уже так вот жить, да. Но ведь почему-то Иждивенчество появляется, да? почему-то волонтеров нет, которые помогают инвалидам, пенсионерам. Почему у нас про это ничего не говорят? У нас, да, помочь там, постоять где-нибудь там вот, где-нибудь на площади с этим. А почему вот придумать помощь инвалиду? Взяли бы, вот, допустим, волонтер, студенты, все. Вот у нас тут инвалид есть второй, третий, первой группы, да, по этому адресу все, пойдем помоем полы. А у нас помоет полы, помоет посуду. И на всю Россию будет перепост. Какой он молодец, какой-нибудь один человек поедет. А вот почему у нас этого движения волонтерского? Волонтерское, да, там в лагерь вожатым поедут там на стройку поедут, там. Вот кто нужен. Вот именно
помощь инвалидам, волонтерство, помощь Альтернативная пенсионерам. гражданская служба, да, Ну, про которую ты писал. альтернативно проще так, а вот именно вот Но это же и есть воля государства, политика государства, АГС, да, вот это альтернативная гражданская служба. То есть человек не хочет идти в армию, он должен иметь право пойти на да и у нас единицы. вот эту альтернативку. нас У нас идут, оказывается, Там хотят работать десятки, в им этих- запрещают идти. в этих Им приходится через домашних суды. престарелых. Нет, смотри, а вот допустим И студенты. разрешают 4 человека в год студенты, разрешают вот только. у нас недавно было волонтерское движение, студотряды, стройотряды, все это. Но это не так престижно, да, вот это именно работа с инвалидами и все остальное, не так не так престижно. популярно, я бы сказал. А ведь как это нужно для государства? Вот я считаю, что сейчас волонтерское движение нужно помощь инвалидам, чтобы даже приплачивали, может быть, даже. Время кончается. У нас престижно сейчас сказать. убивать украинцев. Ну дай поговорить, а. Я хотел сказать, что да, нужна помощь инвалидам. У нас вообще страна униженных и Волонтеров оскорбленных, по нет, сути дела. волонтеров у нас нету. И то есть мы не замечаем этих людей, которые живут рядом с нами. Волонтеров нету, да, но им не чувствуется политика. У нас вот месячники проводятся там, по сбору средств раз в году, и все. А дальше про них забыли, и никто не вспоминает. То есть это зависит от каждого из нас, в том числе. Нет, у нас, Ну, у нас никак не развито, никак старикам. Ну, понимаете, это, вот, но это вопрос прости, можно психологический, я мне еще кажется. перебью? Ментальный. Старики, волонтеры, никому не... Ой, старики, говорят, никому не нужны. Даже вот эти врачи сами. Вот приедет какой-то 90-летний бабка, 80-летний, вот так посмотрит с пренебрежением, какая-то бабка, вот так поговорят надменно и уедут. У нас врачи даже тоже не воспитаны в этом плане. А если человек плохо себя чувствует и вызывают, спрашивают, сколько лет, если человек там выше, там с каких лет, они даже могут или не приехать. Я просто согласен. умирают. Здесь нужна политика, Это поддержка возраст пожилых. скажут, да? И мне еще не Да, нравится, что... и свадебный А возраст. зачем лечить? Она же умрет скоро. А в Европе Нет, живут, логика какая? Нет, еще можно что скажу. продлевают жизнь у пожилых людей. Мне еще не нравится, на знаешь, что, десятилетия. Владимир, когда люди вот уходят на пенсию, везде, на всех учебных в России такая тенденция, про него все забывают. Его никто не помнит. Был и был, а человек, может быть, вот этому предприятию отдал там столько лет жизни. Ну, всё. Вот что может решить нашу проблему, вот эти все проблемы. Это то, что мы всем, нам лень в чем участвовать. 8 сентября в единый день голосования проходили выборы, в том числе во всех районах Мордовии. Выдвигалось 1054 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев, а наблюдателей было в 2 раза меньше, всего 600 человек. Я не пошел, мне, получается, было лень, и вот сотни тысяч таких, как я, тоже было лень. Хотя вот эти люди, которые избираются депутатами, они распределяют всю собственность, которая есть в нашей республике, все бюджеты, которые есть в республике, выбирают приоритеты, какие поликлиники закрыть, какие деньги отправить на финансирование бомбежек Сирии. Они принимают решения. Мы их избираем или ленимся избирать, мы или уличаем тех, кто фальсифицирует выборы, или нам лень идти и пытаться. Если бы вот у нас живет, допустим, 500 000 взрослых людей в республике, значит, хотя бы несколько десятков тысяч человек должны участвовать наблюдателями, если они хотят 100% добиться честных выборов. А вот участвуют 600, и то из этих 600 там по обязаловке. Вот почему, согласны ли вы с тем, что вот нам лень, а это на самом деле очень важная вещь? Очень коротко отвечайте, не так, как я задал вопрос. Я вообще не понял вопрос. Лень быть наблюдателем, что ли? Или Да. что? В чем претензия? Или на выборы ходить. Вот вы, Виктор, участвовали наблюдателем, да? Я был наблюдателем, да. А вот давно, почему- но не в этом году. Почему другим вот лень И что, брать с вас я пример? не хочу сейчас идти наблюдать, потому что я знаю, что у нас как бы, в Мордовии люди реально вот, голосуют примерно так, как и пишут в официальных бюллетенях. Я был наблюдателем в участке на юго-западе, и там, ну, не помню, году в 13-м, что ли, и там реально при мне никаких фальсификаций не было. Люди организованно шли, голосовали. Явка была И когда мы действительно проверили, большинство было за Единую А Россию. явка была больше 50%? Вот менталитет. Не надо говорить, что там сидят люди и подтасовывают с утра до вечера эти протоколы. Там на каждом почти участке сидят наблюдатели от коммунистов, даже у нас в Мордовии, ну на многих. Они берут все копии протоколов. Если бы было какие-то массовые фальсификации, об этом бы все равно было известно, это был бы скандал на всю Россию. Сейчас уже такое не прокатит. Я не вижу смысла с этим наблюдателем, чтобы смотреть, как побеждает даже Единая Россия. Я про себя говорю. Ты говоришь, может быть, куда-нибудь там надо в район ехать, может быть, там какие-то массовые фальсификации. Но исходя из менталитета, насколько я знаю, наше местное население, там точно так же пойдут проголосовать за того, за кого надо.
Все. Ну, Это согласен. надо менять на Просто не ментальном уровне, а регистрируют не в день оппонентов. голосования идти и контролировать. Это надо менять в течение всех периодов, которые происходят между выборами. Согласен. Ну, я тоже кратко скажу. Но то, что выборы на самом деле, это как раз подчеркивает, что Россия является демократическим правовым государством. Пусть, конечно, выбор выборами, но хотя бы они говорят о том, что люди хоть как-то могут участвовать в управлении государством. Это подчеркивает, что у нас государство не авторитарное, что у нас государство не тоталитарное. Поэтому то, что люди у нас не ходят на выборы, не ходят, да, ну, конечно, ну, не то, что не ходят, что лень ходят, да, хоть, ну, опять же, вот, знаете, было бы хуже, если бы вообще бы назначали сверху, да, ну, хотя бы какая-то возможность есть пойти, ну, вот в этом плане то, что вот люди, может быть, устали ходить на выборы, но это говорит о том, что они живут в демократическом обществе. Но у нас вот не всех регистрируют, и потом вот у нас осенью руководителя организации штаба Навального и Ходорковского «Открытой России» заставили, по сути, эмигрировать из страны, то есть вытеснили лидера, одного из лидеров, 2 административных штрафа и грозила уголовная статья. Ему уже арестовали счет, и он вот сбежал, чтобы его не посадили. А другой лидер Демократической партии «Яблоко», вообще его довели, получается, до смерти проверки прокуратуры, потому что вначале они проверками его довели до инфаркта, потом он мне постоянно в течение года говорил, что опять проверки, опять они говорят, что типа могут дело завести и так далее, а он человек уже не молодой, и вот довели к тому, что человек умер. Но тут, мне кажется, дело не в руководстве,